Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске вы сможете вместе с нами посетить выставку прикладного искусства, на которой представлены лучшие работы народных мастеров Якутии. Также будут культурные новости из Восточной Якутии. Давайте приступим. В галерее национальных культур Дома дружбы народов открылась третья республиканская выставка народного прикладного творчества «Триумф мастерства». На выставке представлены работы победителей и дипломантов международных, всероссийских и республиканских выставок, проводимых в этом году. Национальный центр «Семех» собрал 83 работы из 13 районов республики. Также на выставке представлены экспозиции «Приданная невесты», которая будет представлена в Москве в рамках фестиваля «Косторезного искусства народов России» в Экспо-центре в Москве. Специально для зрителей News on Air мы сходили на выставку и сняли небольшую экскурсию выставленных работ. И сейчас мы для вас проведем такую мини-экскурсию, где коротко в каждом уголочке будем останавливаться и рассказывать о самой сути, о самых ярких моментах. Давайте приступим. Куда вы нас поведете? Так, давайте мы подойдем к витрине, где у нас выставлены работы нюрбинских мастеров-кузнецов. Буквально на днях они прибыли с большого конкурса «Клинок». Он проводился в Москве. Также проводился еще такой же конкурс в Санкт-Петербурге. Назывался «Клинок на Неве». Вам представлена работа Васильева Александра Владимировича, это занявшая первое место в Москве на конкурсе «Клинок» в номинации «Экспозиция». Также у нас представлены тоже первое место, нож занявший Луковцева Петра Аркадьевича, большой нож он называется. И также второе место занял тоже Луковцев Петр Аркадьевич, нож малый. Вот такие вот у нас уникальные вещи представлены. Тут же также тоже на ножах, тут тоже первые и вторые места лежат. Очень красивые, разные материалы, смотрю, использованы. Также здесь представлены две работы Нахсоровой Ульяны Николаевны, которая тоже нынче выезжала в город Москву. Выставки у нее там проходили. И работа посвящена к столетию ЯССР. Так она и называется «Портрет основателей ЯССР». Бисером, она прям сверкает. Да, это вышивка бисером. Также последняя ее работа, она тоже выезжала. Портрет своей тети. С фотографией она вышила. Назвали мы ее «На леднике» Саилыкка. Ну и, конечно же, невозможно не заметить, наши легендарные работы Исконского. Это как якутский народ, обычный народ Саха, да? Да. Тут панно Артадайду Сафроновой Розалии Еремеевны. Может, даже места эти посещали. Вот это Тас Хоспох, это водопад, это в Хангаласском Русе. Перед вами работа общественной организации, группа мастериц города Якутска. Они работают при нашем национальном центре «Семех». Называется объединение «Сёргюту». Тут представлены работы 17 века. То есть это не 17 века работы, а это работы сейчас нынешние, но из 17 века, да? Да. Это научное исследование. Да, как бы научное Точная копия. Да, как бы научное исследование. Допустим, они пользуются литературой, в библиотеках они ищут, в музеях ищут. Вот 17 века они собрали целую коллекцию, сделали. Вот, например, костюм, который, может быть, многие помнят, это в книге Носова. Иллюстрация такая была. Вот интересно, что здесь учтены даже аксессуары, да? Да. Это полные комплекты. Полные комплекты тут. Для табака, смотрю, сумочка висит, колопушки, да? Угу. Хорошо, спасибо. Ну что ж, а дальше у нас уже представлены вещи более в зимнем варианте. Это уже у нас с мехом, да, зимние костюмы народа Саха, опять же.
Тут победители из Сехалонхо, работы победительниц. Так вот лучше То есть назовем. Ага. там тоже выставлялись работы как конкурсные, да? Ага. Вот конкурсная работа «Конское убранство» первое место заняла в конкурсе Сехалонхо. В первую очередь, самое главное, мы показываем одежду и приданное якутской невесты. Это принадлежности, которые идут в приданное невесты. Шкатулка, где она везет с собой талисман, оберег от родителей. Также опись, список всего приданного в этой шкатулочке у нее. У нее там Швейные принадлежности. швейные принадлежности. У нее отдельно идет шкатулочка из бересты. Вон. Малахит. Вот можно подойти еще показать. Вот. Это импровизация дверцы в закуток невесты, Капахчана. Оно раньше выполнялось из бересты, но мы везем такое вот из сукна сделанные импровизацию, да. Ага, лоскутное шитье. То есть это когда вот дверцы и заходишь уже в... Да. Да, вот как бы она открывается, и там не дом, а закуток для невесты, куда никто не заходит. То есть это в доме вовнутри? Да, как бы вовнутри. комнатка отдельная. Да, комнатка отдельная, которая подвязывается. Она еще и подвязывается такими длинными веревками, украшенными. Также у нас сюнгсерё. Это синовка, выполненная из подшерстка вычесанного. Коня? Да, лошадей. Тут целыми табунами надо их Копить. вычесывать и Чтобы копить получилось меха такое. небольшое полотно, да? Да. Хорошо. То есть я так поняла, что вы с собой везете экспозицию, которая будет полностью посвящена невесте и ее приданного. Так? Да. И вот еще я смотрю, вот здесь у вас есть, получается, не только ее приданное, но и принадлежности для убранства коня. Расскажите немножко об этом. Мы везем с собой седло для невесты, для коня невесты, с полным убранством. Тут у нас представлены и кнут, и узда, и переметная сума, насидельник, полный комплект полностью. И к тому же у нас новый экспонат, который вот мы недавно приобрели, выполненный Манджуриевым Александром Владимировичем. Это художественная импровизация с литературы Сегенбала, где описывался процесс бракосочетания, и там вот именно маска для лошади Аннах, для лошади и для коня, вот опять, для коня невесты и для коня жениха по отдельности. И даже украшались они еще передние ноги в браслетах. Вот они. Ага. Также везем с собой музыкальные инструменты. Кырымпа, скрипка якутская. Также хомусы. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ об вашей выставке. И, конечно же, будем следить за вашими успехами на выставке в Москве. А если сделать такой небольшой анонс, когда это будет? Когда вы собираетесь уезжать? Мы собираемся уезжать в середине декабря. Выставка будет стоять в Царицыно до мая месяца. Посещая подобные выставки, не перестаю поражаться умению наших народных мастеров. Этот год посвящен культурному наследию народов Российской Федерации. Поэтому по всей республике активно проводятся различные мероприятия. К примеру, на днях в Хандыге прошел районный фестиваль «Смотр национальных культур. У дружбы нет национальности». 11 команд представили зрителям культуры разных народов, рассказали о быте и традициях. Перед началом конкурса «У дружбы нет национальности» в холле горно-геологического техникума благотворительная ярмарка, на которой команды представили блюда национальных кухонь. От якутского кумыса, оленьего языка до индийских сладостей. Вырученные средства пойдут в штаб для помощи мобилизованным. Традиционный смотр фестиваля национальных культур – один из самых массовых и зрелищных праздников в Хандыге, проводимый с 2018 года.
Каждый раз он проходит в разных форматах. В этом году право выбора страны и национальность было за самими участниками. Я болею за свою дочь, за команду районной больницы. Вот. И хочу я, чтобы они первое место заняли. Вот. А концерт у них впечатлительный. Очень, хоть бы таких много концертов было. Я хочу всегда, чтобы был концерт. У нас веселье было в Хандыге. Эвены и эвенки, якуты, русские, буряты, индусы, китайцы, турки, эфиопии, цыгане. На конкурсе представлено 10 разных команд. Выступления участников жюри оценивают по 3 критериям: оригинальность, отражение национального колорита и соответствие заявленной тематике. Наша команда сегодня представила страну Эфиопию. Своим выступлением мы хотели показать, что в дружбе и в единстве наша сила. А сила нашего коллектива – это яркие, творческие личности. И к каждому делу, каждому мероприятию мы всегда объединяемся. Каждая команда демонстрирует самобытность своего народа. В выступлениях используются исторические справки, музыка и танцы, рассказы о традициях и обычаях. Глядя на выступления, зрители переносились из одной страны в другую, испытывая самую разную гамму чувств. Нам очень понравилось участвовать в конкурсе, очень весело. Мы много узнали о разных национальностях. Мы представляли команду цыган, тоже узнали очень много про цыган. Так как у нас поселок многонациональный, очень хорошо узнавать национальности, которые проживают с нами. По итогам конкурса первое место заняла команда Федеральной налоговой службы. Второе – детские сады «Колокольчик» поселка Хандыга и «Солнышко» села Теплый Ключ. Третье место разделили детские сады «Солнышко», «Мишутка» поселка Хандыга и районная больница. Остальные награждены по номинациям. Все участники поощрены денежными сертификатами от 15 до 30 тысяч рублей. Конкурс национальных культур стал ярким, познавательным и объединяющим праздником. Мария Винокурова, Хандыга, Топольский район. Ну что ж, наш выпуск, посвященный культуре, традициям и наследию народов Якутии, подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!